Миндут. Калмыцкий эпос «Джангар». Отрывок из главы о поединке Хонгра Алого Льва со страшным Докшон-Манганаханом, владеющим исполинским чалым конем Манзаном. И 12 богатырей тароками своих коней вытащили с Хонгра стрелу. Разом ухатистый Хонгар встал, Джангара приветствовать поспешил. Сын Булингира, славный Санал, так повелителю доложил: совершенство, когда, наконец, зрелой жизни достиг мой отец, Булингира я сына лишил, и Найоншу, несчастную мать, как Бурханы прекрасную мать, я достойных поминок лишил. Дорогую жену свою я супруга нежданно лишил, и родную страну свою я разумного хана лишил. И за вами последовал я, и ни разу не сетовал я. Так позвольте же мне метнуть крепкий дрот Манганахану в грудь. Хорошо, повелитель сказал, натянул Катаур Санал, на коне помчался вперед и метнул золоченый дрот. Извернулся чалый Манзан, ловкий сделал он поворот, мимо хана пронесся дрот и вонзился в тело земли. Тут Найона досада берет: это дело не нравится мне, надо с дьяволом справиться мне. И Найон золоченый дрот устремил на Манзана тогда. Тот кружится то зад, то вперед, все увертки пускает в ход. Но свирепого хана тогда Джангар поднял на дроте своем, разлучил Манганахана с конем. Поднимая отвагу Багдо, крикнул бомбой могучий народ. Не упускал еще наш Багдо воина, поднятого на дрот. Но и мангальская рать орет: как бы не был крепок ваш дрот, наш владыка справится с ним и сломает рывком одним. Услыхал эти крики Мангна, и свирепой ликой Мангна разломал на 12 частей золоченый дрот боевой. Голос вдруг загудел громовой. Это Хонга вскричал, сам не свой. Так могуче вскричал богатырь, что земли задрожало лицо. Лопнул старый желчный пузырь у лисицы, лежавшей в норе. Хонгар двинулся вниз по горе, желтых барсов позвал за собой. С Манганаханом вступил он в бой. Храбро бился лютый Мангас, но со всех окруженный сторон был захвачен в путы Мангас. Наконец Манганахан побежден. Выступил алый Хонгар вперед. 1000 лет и 1 год будьте подвластны Джангару страной. На Манганахана всей пятерней бомбы родной наложил он печать. Прочь отпустил мангасскую рать, а могучие Джангары львы поскакали к вратам бомбы. Вскоре достигнув башни своей, спешились полчища богатырей у чешуйчатых светлых дверей. Распахнули их поскорей, зачастил колокольчиков звон. Джангара вели под локоть держа, на золотой усадили трон, где сиял он подобно луне ночью 15 числа. Черной рекой Арза потекла, начался пир в нетленной стране, в честь небывалой победы пир, в честь несравненного Хонгара пир, возвратившего родине мир. Джангар, исполненный счастья, сидел, точно мирских и духовных дел. В руки свои он вернул бразды, и победой своей горды над могучим и страшным врагом силачи восседали кругом, чаши кипели, браги полны, радостно пели бумбы сыны.